Это знак парашютист-отличник. Поскольку я служил в воздушно-десантных войсках. Сколько раз прыгали? Более 100. Если бы не эти знаки отличия и медали на кителе подполковника в отставке, наш визави, похоже, так и промолчал бы и о небе, и о наградах. Это государственная награда, медаль ордена за заслуги перед Отечеством, которую мне вручили в соответствии с указом президента Российской Федерации. Вот за участие в боевых действиях. На подробности военный хирург, а сейчас главный врач Мензелинской районной больницы, довольно скуп, как разведчик. Для Наиля Мубаракшина мечты быть и врачом, и офицером сошлись на военно-медицинском факультете Томского университета. Почти сразу после его окончания по своей же просьбе он попадает в легендарную 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию ВДВ, более известную как Псковская дивизия. Чечня, вторая компания, знаменитый 104-й парашютно-десантный полк. Это взрывное ранение, торакоабдоминальное. С этим солдатом мы встретились потом спустя несколько месяцев уже в Пскове. Его прооперировали, он попал в госпиталь Бурденко. У него была травматическая ампутация пальцев на одной кисти, на правой. Ему пересадили туда пальцы с ноги, вот это я помню. Уже спустя много месяцев, уже в условиях мирного времени, я был дежурным хирургом в госпитале в Пскове. Вечером делал обход и встретил вот этого пациента. Долго не мог понять, откуда я его знаю, но потом все-таки вспомнил, это был он. Надеюсь, что сейчас у него все в порядке. На борту БТРа лишь небольшой белый крест. Это значит, не боевая машина, в гражданском понимании скорая. Принадлежность к медслужбе не светили. В условиях боевых действий часто врачи становились мишенями для снайперов. Ведь главная задача врача раненых не только спасти, но и вернуть в строй. В полевых условиях госпитали, землянки, обтянутые брезентом, недостаток инструментов и медикаментов. Военный хирург, как правило, он работает на 2 операционных столах. То есть переходит от одного стола к другому. И основная нагрузка-то как раз там ложится на средний медперсонал, на фельдшеров, на санинструкторов, которые выполняют твои поручения. Сложнее всего работать было при массовом поступлении раненых, когда врач 1 или 2, а пострадавших очень много. В данной ситуации нужно грамотно организовать медицинскую сортировку. Медицинская сортировка – это система мероприятий, направленная на выделение раненых в группы по признаку нуждаемости в однородных лечебно-эвакуационных мероприятиях. И поэтому один из главных постулатов военно-полевой хирургии, он гласит, что наиболее опытный специалист, наиболее опытный врач, он должен находиться как раз-таки не в операционной, а на сортировке. Это опять-таки подтверждает слова того самого знаменитого Николая Ивановича Пирогова, что не медицина, а администрация играют главнейшую роль в деле оказания помощи раненым и больным на театре войны. Как раз вот этот принцип основоположника русской военно-полевой хирургии Николая Пирогова применили повсеместно в гражданском здравоохранении при наступлении пандемии. В условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции. То есть я пользуюсь до сих пор теми знаниями, которые я получил, обучаясь на кафедре военной эпидемиологии и гигиены, например. Как только появились сообщения из Ухани, еще до масштабных поставок средств индивидуальной защиты в Мензелинске приступили к пошиву ватно-марлевых повязок. Всем коллективам нашили около 100. Из коллектива никто не дезертировал. Меня учили развертывать противочумный госпиталь. И по аналогии мы смогли переоборудовать наше терапевтическое отделение под прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В Мензелинске, согласно приказу Минздрава, инфекционный госпиталь развернули за 2 дня. Сейчас ситуация здесь, как и во многих красных зонах в районах, куда волна инфекции доходит из крупных городов, с небольшим опозданием. Загрузка более 100%. На 20 койках 24 пациента, в основном пожилые. Этой пациентке 95 лет, смогли перевести из палаты интенсивной терапии в обычную. Главврач района в красной зоне каждый день. И тут нет-нет, да и проявится требование почти армейского дисциплины. Вам придется хотя бы на одном пальчике удалить лак, иначе нам неудобно контролировать уровень сатурации. Хорошо, сделайте хотя бы один пальчик. В
Впрочем, под напором несогласия отдельных пациентов иногда приходится и ретироваться, но отступление в решении стратегических задач невозможно. Время руководства районной больницы выпало на большую стройку. Реконструкция приемного отделения, строительство детской поликлиники открыли вот только перед Новым годом. Площади увеличили в 10 раз, заполнили новым и диагностическим, и лечебным оборудованием. Районную поликлинику от столичной и не отличишь. И в этой экскурсии по кабинетам с вполне понятной долей гордости опять прицел на будущее. Раньше не было желающих приехать, потому что не было такого оборудования. Теперь у нас есть такое оборудование. И мы с удовольствием примем сюда специалиста. Что такое переезды в семьях военных, знают хорошо, поэтому в планах новое строительство уже дома врачей на 27 квартир для новых специалистов. В гражданской жизни подполковник медслужбы не по своей воле. Военно-медицинский факультет в Томске, где он преподавал после горячих точек, как и другие по стране, был закрыт. На семейном совете приняли решение уйти на гражданку и опять переезды, чемоданы и служебное жилье. Я, если честно, по любви выходила замуж, и поэтому мне было все равно, как говорится, за военным хоть куда. Вот мы так весело и живем. 5 лет назад на семейном совете было принято решение приехать на родину дедов, в Татарстан. Сейчас бывший военврач ставит себе новую задачу с совершенно четкими временными границами – выучить родной язык так, как говорят здесь, на родной земле. А девиз знаменитой дивизии ВДВ «Мы всюду там, где ждут победу» совершенно точно остался с армейских времен и в сердце, и в делах. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников. 7 дней.